Здравствуйте, это информационная программа «Новости 7». Мы подведем итоги прошедшей недели. Меня зовут Саид Ахмадов, и смотрите сейчас. Благотворительная акция в благословенное время. 10 малоимущих семей получили ключи от квартир в день Ашура. Фонд имени Кадырова раздал продукты в районах, а дети получили сладости и много внимания. Работа России. Трудоустроиться с помощью нового портала могут и жители Чечни. Это государственный портал Федеральной службы по труду и занятости. Как работает система, какие вакансии предлагают работодатели и как вообще обстоят дела с безработицей в регионе. Умный город. В Грозном началось внедрение новейших технологий. Концепция предусматривает собой комплексное развитие города Грозного с учетом современных реалий. Энергосберегающие ресурсы и максимально удобные условия для горожан. Что еще включает в себя концепция, призванная повысить качество жизни? Есть математические способности, пора их развивать. Минобразование предлагает усилить изучение математики в школах. Идет речь о создании в каждом районе хотя бы по одному физико-математическому классу. С чего начнется реализация проекта и как скоро царица всех наук займет особое положение в учебных заведениях? На неделе парламент Чеченской Республики утвердил в должности председателя правительства Абубакара Эдельгириева. Второе совещание законодательного органа прошло с участием главы региона. Рамзан Кадыров высоко оценил деятельность премьера в привлечении инвестиций и ускоренного развития экономики и социальной сферы Чечни. Также депутаты дали свое одобрение главе в выборе заместителя председателя правительства. Подробнее наш корреспондент. Избрание нового председателя правительства – первоначальная цель заседания в чеченском парламенте. Только с согласия последнего главе республики дозволено утвердить руководителей кабинета министров. В свою очередь Рамзан Кадыров выдвинул кандидатуру Абубакара Эдельгириева. При этом отмечая, что экс-премьер за время своей работы показал себя как исполнительного и ответственного руководителя. Правительство республики, можно сказать, благодаря Эдельгириеву эффективно бабящую в республике Ахилат Сааш, на федеральном уровне, как хороший специалист, любой отрасль халач, экономический, социальный, промышленный, сельское хозяйство, милху, кабинет чувак, министр кабинет чувак, обахи, мелдоши, вопрос обсуждаемый, касающий региона, вопрос на нужном уровне, отстаивать еще проблемный вопрос, отстаивать еще на сегодняшний день, если посмотреть, конечно, региончика, проблем еще социальные обязательства, хочешь еще что, задолженность это заслуга председателя правительства. Ставлю на голосование. Кто за? Тот, чтобы дать согласие главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову на назначение Эдельгириева Абубакара Саид Хусейновича председателем правительства Чеченской Республики. Против? Воздержался? Единогласно. Далти Абертки. Да, Абертки. أحسن جو لقر ما خادي سون يقصي للوزة أعمال لرا دا المغلاوي حلقة نية خربو دا قدرش خردو أس دا المغلا دوش لص عن تيشن بالش خلاري أس يقرر لي غلقش حشش وقر حلقة دوغر خلاري ساينش تحت وتر خلاري استعاز تيشن بو استعاز دوش لو ديريز خلون لقر ما خادي أس. Должность первого вице-премьера закрепилась за Якубом Закриевым. Он, по словам главы региона, обладает всеми личными и профессиональными качествами, необходимыми для эффективной работы на данном посту. Хоганси баба, комфортно ходить, ахать, удобно ходить, более спокойно ходить, больше ходить, последующим года все доходит. Если вопросов нет, ставлю на голосование. Кто за? Против? Воздержался? Единогласно? Далти Абертки Велигрена. Единогласным решением посты заместителей председателя правительства республики заняли Муса Ахмадов и Абубакар Тумхаджиев. Саид Саидович, диканту.
Дуку ахег на острову, вещь на острову, социолог серьезное направление ее правительство харсан нах биза дамула уэ мосо министерство ведомство оди ду на осл ду хирду эл тиш ду уэ йот асо муса балкалдерес халала дук чалчена ала бадостон дигбелос ду баула бадо бамбина обагер бала бадош диктагу Tashi koyoch commerce tagu sunhaytra don. Hokosan i boh bizabish без сам министр восстанови. Вы правительство дона самый лучший министр дона да эмас араул. Обращаясь к членам заседания, Рамзан Кадыров подчеркивает, что на них лежит большая ответственность, ведь от качества их работы зависит благосостояние всего чеченского народа. Tashi don за функциональный обязанность коч и чана. Захолиса должностной дон. Hon sidan var ihåg njäpja kahjurda ärdel dokuidan. Hon jabbo. Ödmi dakhal ilsi khalid. Dunya غلق يا حضان مصوما نسولج اخ دنيا اخت دانا لوخ نسولج بها ilsi khalishات. Tunde vaid ma massa admin dana nistek dozuch. Wa dahutit اخ vaidana ilsi khaldudan. اخ bi vaidana dakhal nistelishات dan. Echt weer dan daar wijnen, dik nou wat zo daar is het dan. Wij niet de arter deel weet, wij hadden schouwen voor dan. Подводя итоги, руководитель региона призвал не прекращать профилактическую работу с населением. И делать это нужно в легкой и непринужденной форме, дабы вызвать взаимный интерес к имеющимся в республике проблемам и их решению. Хадижат Гугуева, Ясмина Гацаева и Магомед Шатаев. Новости 7. Встретился на неделе Рамзан Кадыров и с руководителями районов. В начале встречи глава поблагодарил их за хорошую подготовку к единому дню голосования. Затем поздравил Владимира Кашлянова с избранием на должность депутата парламента и отметил его заслуги на прежнем посту. Напомню, ранее Кашлянов занимал должность главы администрации Наурского района. Обязанности руководителя муниципалитета теперь исполняет сын Владимира, Дмитрий Кашлянов, работавший до этих пор первым заместителем руководителя администрации главы и правительства. Глава региона пожелал ему успехов в новой должности. Здесь же обсудили вопросы инвестиционной привлекательности региона. По словам Рамзана Кадырова, работа в этом направлении в некоторых районах ведется слабо. Глава призвал чиновников, которые не уверены в своих силах, покинуть посты. Он также отметил, что должность руководителя муниципалитета возлагает большую ответственность. Да, действительно, сложность ситуации в мировом сообществе, в частности, в нашем государстве. Но вы должны понимать, что содержать город, район – это наш долг в первую очередь. Инвестиции привлекать, создать площадки инвестиционные. Это коммерческие, заинтересованных людей, ну хуй даст. Заинтересованность, мы больше на словах, чем на деле даже. Уже гушу нас поддерживать, хуй даст. Просто, чтобы вы подумали, реально, справляюсь ли я на этом месте, или я мешаю, или я где-то в другом месте, было бы лучше, вижу себя на другом месте, глава Хильчи, в команде человек, дьявола, еще нет бы там именно зацепить один ашвоч, так, или программ Хильчи, программ, программ бьются, стратегически, важный, ее больше, хотя бы, поэтапно, реализация этой программы, или совидение, что со взгляд, ну, конечно, свое видение, взгляд, но реализация, там, помещать в гушке, поэтому, Бог выдал, со слов, надо переходить к делу, Еще одно назначение. Управление Федеральной службы войск Национальной гвардии по Чеченской Республике возглавил полковник полиции Шарип Делимханов. Ранее он был командиром полка полиции по охране нефтегазового комплекса Управления вневедомственной охраны. Вновь назначенного главе Чечни представил командующий войсками Северокавказского командования внутренних войск Нацгвардии Евгений Зубарев. Он выразил уверенность в том, что опыт и профессионализм Шарипа Делимханова помогут вывести работу нового управления на должный уровень. Рамзан Кадыров пожелал удачи и добавил, что одной из главных задач Национальной гвардии в Чечне является постоянное повышение уровня спецподготовки бойцов и противодействие возможным проявлениям экстремистской пропаганды.
уверен, что Шарип Султанович оправдает. Мы его с этим поздравляем. Служить в Национальной гвардии, я считаю, это достойно. Потому что у нас создана структура во главе с патриотом России, который всегда был рядом верховным главнокомандующим и показывал верность, преданность, патриотизм. Это дорогого стоит, поэтому вы не новые люди в этой системе, и вам не новое то, что сегодня вы должны заниматься. Поэтому я уверен, что то, что вы перешли на Национальную гвардию, вы это будете чувствовать и будете делать все для того, чтобы вами гордились и мы, и гордились ваше руководство. В канун священного дня Ашура в семье главы республики произошло радостное событие. На свет появился мальчик, которому дали имя Абдулла. Разделить радость с семьей Кадыровых по этому поводу в Центрой прибыли многочисленные родственники, друзья и соратники главы Чечни. Также сюда съехались богословы со всей республики. Они пожелали новорожденному здоровья и долгих лет жизни, при этом выражая надежду на то, что Абдулла станет благовоспитанным и добродетельным человеком, подобно своему отцу и деду. Здесь же собравшиеся провели священный обряд зикры, восхваляя Всевышнего за такой дар, после чего встали на коллективную молитву. إذا ودال ويخبين قين هي تمخيت سون هندا الشحا بيركتي بوخت إيرة غتنا مارغل دائما بيركتي حلش جينا وينا أحمد حاجي بيركت جنول رمضان حاج سنة تهن وين وأنور عبد الله أشكي برا شين دي زعانسة تيرني قتا خلقنا مخكنا دينا بيركتي هلر دو هش إدالي دو هش إش دعاء ديش ألا خيرتو هوش تهنا ساعدو هرتاهن دي. На неделе Чечня отметила один из самых значимых дней мусульманского календаря Ашура. Еще одно благословенное время, которое с милостью Аллаха во многие семьи приносит баракат. Ключи от квартиры из рук главы региона получили 10 малоимущих семей. В разных районах республики фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова провел благотворительные акции, раздал продукты нуждающимся. Не остались в стороне и дети. Подробнее обо всем наш корреспондент. В преддверии священного дня в мечети «Сердце Чечни» собрались сотни богословов, которые совершили религиозные обряды. После этого небо Грозного озарили огни грандиозного салюта, который был приурочен ко дню Ашура и рождению сына в семье главы республики. В честь знаменательной даты в Грозном состоялась благотворительная акция. 10 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили ключи от квартир из рук главы региона. Обладателями собственного жилья стали семьи, в которых есть дети-инвалиды и дети, оставшиеся без попечения родителей. حد دان زیر اکشنشن خیلی بال دیک بال بیش خیش دانه وین دیک بالش دیلی دانه حد دان لیلر سی دانه وی دانه مو دیک بال هربتی وین ال هوگان چوبا دان حسم خیلی تر وین دان دیلی یالش تو وی دانه اکشن دیل دانه دال مولا دانه هوگان دال دانه دنیان چوا ایخر دیک بال خیلی ساتیس وی اشتوین دانه مستوق دحيتن بيج شابك جدانا هون يو آخر لسات يسوي هون دعشي بو بيرن كرت دانا شيء كرت عنديش كرت حقر بو يوصل بيرن خزغة ربعانده شيء جلس من وانا بو دانا وصل ده دكتور أنا ويا هوكا روش كتر دانا وي دير اختيار دير فيزر ده البوج نيست لغاية دكتور دانا ده شو اسمه بيركتي ويل ده دانا
شعبوه شنت وينيست ويل دال دونا ويمكح قطعة وامبوش دون إلسي داخل تويل. Счастливой обладательницей своего жилья стала и Элита Джабраилова. Родителей она вместе с младшей сестрой потеряла еще в раннем детстве. Ее опекунами стали ближайшие родственники, которые теперь и помогают ей обустраивать жилье. Не нарадуется новой квартире Рамзан Абдурзаков. После гибели 2 сыновей он вместе с женой воспитывает 4 внуков. Предыдущее жилье было съемным, да и тесным, рассказывает Рамзан. О том, что главная проблема в его жизни наконец-то решилась, он не знал до последнего. Также в рамках благотворительных акций ко дню Ашура Чеченская региональная общественная организация «Иман» собрала детей-сирот и малоимущих жителей республики. Для них были накрыты столы в одном из столичных ресторанов. Здесь же артисты коллектива «Анур» исполнили для них свои лучшие нашиды. Кроме того, в преддверии важного для мусульман дня девушкам, изъявившим желание покрыться, организаторы подарили комплекты женской мусульманской одежды. Масштабные благотворительные акции прошли по всей республике. За счет средств регионального общественного фонда имени Ахмада Хаджи Кадырова тысячи малоимущих семей из 20 районов республики получили продовольственные пакеты с фруктами и сладостями. Дай Аллах это нашему Рамзану Ахмадовичу. Постоянно садака делает, вот малоимущим очень сильно смотрит. В Аргоне 10 семьям, находившимся в трудной жизненной ситуации, раздали мясо баранины. Среди семей есть дети-сироты, инвалиды, пожилые люди. А учащимся школ Гудермесского района раздали сладкие лакомства, в числе которых и дети из коррекционной школы для глухих и слабослышащих. В знак благодарности ребята организовали концерт. А в столице Чеченской республики детям из малоимущих семей Шлуковского, Шатуйского, Чхой-Мартановского, Русмартановского, Веденского, Грозненского, Нажа-Юртовского районов был организован День приятных неожиданностей. За счет средств регионального общественного фонда ребята смогли приобрести полный комплект зимней одежды. Побывать в развлекательных комплексах Грозного и в дельфинарии. Для них же были подготовлены праздничные программы с аттракционами и всевозможными угощениями. В доме торжеств Курчелуевского района собрали детей, страдающих различными заболеваниями. Для них было организовано праздничное шоу. Ребятам вручили подарки и комплекты одежды. Праздник продолжился в развлекательном центре «Гранд Парк». Торжественный ужин дали и в доме торжеств «София». Акцию организовали в честь Дня Ашура. Здесь ребятам устроили праздничный концерт. Вечер для детей, погибших при исполнении сотрудников, организовали и в Гранд-холле «Фердаус». Здесь ребятам также предложили праздничную программу и ужин. По словам богословов, благотворительность в этот день считается особенно ценной. Даже за крупицу садака в день Ашура Всевышний обещал вознаграждение величиной с гору. А в Чеченской республике раздача милостыни в честь священного для мусульман дней уже стала доброй традицией. Марьям Керимова, Магомед Шатаев, Новости 7. Дню Ашура посвятили вечер нашидов в концертном зале Грозного. Музыкальные коллективы «Анур» и «Ихсан» исполнили более 10 религиозных песнопений на арабском и чеченском языках. В каждом из нашидов воспевалась красота исламской религии, значимость священного Корана и любовь к лучшему из людей, к пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Вечер был организован для всех выпускников республиканских школ хафизов. دال دخ دال دويل شو دال دي عبيرتي ويل شو خلر بحن محمد حاج اسمه يح دولش آل ما آل أحمد حاجوه سولت يح تون عمر قوتش داش حبيان رمزان حاجوه الدرك برك تجر حدول دلوين ديل ريز خلسان دال غازوة قبل دول أحمد حاجي تون ميل بيجك أنتي. Вечер нашидов организовали и для детей, чьи отцы отдали своей жизни при исполнении служебного долга. Поддержать ребят приехал и глава Чечни. Выступая перед собравшимися, Рамзан Кадыров рассказал, насколько важно хорошо учиться, изучать религию и соблюдать традиции и обычаи своего народа. Только так возможно быть достойными памяти отцов, которые погибли, защищая родину от террористов.
ويدي دونا هوني أحلك نير الغلق سدا شدي دونا أوجه دام عندك كدوش دو أحسن شو على دونا ترى دونا وهذا ديز ويدي يعرف سقيتيت وكان ويديشن ويدعو يحكي إيش ويش قول عندك ديز ويدونا قرآن عام ديز ويدونا بايمان سنة ديز سماك عام ديز ويدونا داس دونا بتنيا دونا غرب ديز نينس ديكل ديز دي نينس نين نينس دي ديز فولتشنز دونا لارب ديكل ديز كان دونا وقلش شيء دايش داكي عنيا دونا إز دونا كات دواء دونا بلط سينيا شيء دعوة تمشو دعمو خوتروه شو ديك ديشة إز ديك دونا تياكوي شغلة غلط دوش ماي تيش مي دونا دوش خلا شو تخلا تمين خيرو دونا وقلي حالة خيو ديش ديش شو تندي دونا وقلي تشوف شو ديا خدا دونا وقلي تشوف شو دونا ديك بيش خليت شكول عدونا نينس وقلي ديك إيش تشوف ديها درس دونا دكو بيسن عشان كي يزود بوين هانا بيري دونا دولتش دوهوش is very druk üç, ibes isasa üç, isel doona druk üç, se dacha doona, taad nista hausa doona, taawai doona, dizelu, dacha wain doona, masana doona, dikbo lachlash, wain inoshin doona, shum saak adoch, do de la shutim doona, train dikbo la toon, masana doona, taana shudes doona. كانوا قيمة دينار ويدونا دا مقدار هذا يمكن يصير لا شنو أنا دي ما شو سمو ده لا هي شو سمو ده ليش طال الحمد لله ده حسنا شو يدونا دا مو لا كده دائما شو سمو ده عليه شو دقيق ايش كيف سمو ده انه شو اكتو خليه وهي مسو ما قاعد خليتك احيو عندك ما ما ويدونا ده ويتعاهوا مالي الوردات وده ما موصل ديكو مالي الوردو ويوجي ديكي دوش وردو ويوجي غلق دوش وردو ويوجي كماش ميراك وردو ده ما تاكل ده راتو بيدو ده مو عاوز انا ده راتو وين ده دوغ ده وين ده تنسى ده ده يمثل المنظر. Здесь же богослов Адам Шахидов рассказал о воздаянии за заботу и внимание к семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. هو بركتي ددهون إلتن وقال صلى الله عليه وسلم تغن ليش عاشوراء دينا شيء دوزول دوغ حاستن دارت ملرت دوخر لسقوش بارما سارن إعتن لسكتشنيخ دوغ حاستن خلوش والشتغن لسن شردين وشت دال شورتو يرميوتون دال فرطو يرميوتون رزقان زح الله أتصل بركتي دوشتلو ددوخر خلير مي جوهرش تخن بو بيرش شو يحبش سيلاح يلاح شو سيلاح يشون هند ألج دالا شاقول ارحم دنيا عالم قلن عالم اهتيه بشوائة الخلوشول محمد قيمر صلى الله عليه وسلم بو بيردوش دنيا شو دالشون سنشي داقنا واتشون يحست دنيا شو ألج دنيا شو دا عبد الله خلا واتشم بو بيرش وديل أجناح دقل دجدر مثل يخ بريمير يختم در حقيقة يلشنو عليه الصلاة والسلام شو سند خل بوش بولش موخلر بيش دينلر ديش قملر ديش دا يقول خي حقا هو ألا شون ألج ديل يا سلام مارشال خيمتون شرح مرنش قوبش بيسنش عبادة دينيش قهوك شل شي موخلر بيش يين يشول تحبيس يزوح مو يدلقر قح ألا إلشنو صلى الله عليه وسلم غازوتي وي مخشقح إيل خل دعوان خل وشول تخن بركتي مارش خزوة يقول دليت وي بوسب نش دلوش داخيت وي نوخشي دلوش داخيت وي بقول شلش داخيت وي ميخت دي دلش وي داخيت شي دير سه غربا وي حلخر غازوة عدل خل وشولج أعمد حشس أرباح خيخل خل بوش بولج هو ديل نيقن جواب ديل شي سين والشي دامش تنقول لي دع هيتين
ديل بعد عقل خل بوش بولج غازوتي دي سير حقح الله دال شيسيلا قرآن تعبوه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون اش ملارنش ديل نوع عقلنش بل ملارنش اش دين بشن الله دال شان رزقلش دال قوبش بشن اش فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون دار شان دين جديكنا بقي بيش آخر تحبوش تعبهن قش داخل تحبوش أصحوا الأعدال شان دين جديكنا بقي بيش سمق دال بولش بوه بسن شايتين أهلو نيه شاي جرجرش داخي قعنش دوغش تخدوع عش سمقت ديلش تغير نيه داهشن تخسنقت مع داهشن تخبالع داهشن بوغش اشتاق بوخ ديلو داخل خنشار أتقوان خيد إعي يقشو شو دايخ أو دزل دق أو سيل اللق تخن شو استورح شو حيق لح شو قامتح دسر دش دول ددق خر سيلا أعمد حاجيك أنت ولير مي باتشح تخن شو حقيقين هق دين ليرم بين عاشوراء دينح بيشي دوق حاستش بوسو دينا شي دي ليرم بيش auch nie nachwas den Ohren شابيت بشواتي خايش شو ليرن بش حقيقة ترى شو دوق حاس شو سمو ده ويبتش هيجا بخوة يخزق البوش بول يلشنو بحكم بوش بول قا صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم له ولغيره هكذا في الجنة شاء بو بيري دول ده شيشر بو بير شلول إش شيشر جرجر ينيق بو بير شلول إش شو حردوش أز بو بيري ترجوين دول ده إش عالش دينك شيتي تحن يلسمن شو آخر موز قال يلشنو بيحكي خير بوش بول قا صلى الله عليه وسلم ليرمي رمز عنك أسقاني وسخ الوجه الله دار قاش ويلحر. Сегодня в России отметили День работников дорожного хозяйства. В Министерстве автомобильных дорог Чечни организовали для сотрудников мероприятия. На плечи чеченских дорожников особенная нагрузка, можно сказать, легла в этом году. В регионе ведутся масштабные дорожные работы. Дороги прокладывают в самых труднодоступных местах, в том числе и в высокогорных районах. Слово Исламу Магомадову. Гул техники у самого подножия горной части Грозненского района не стихает ни на минуту. На данном участке рабочие убирают просевшую болотную почву. Гайрсот Джабраилов более 30 лет управляет тяжелым транспортом. Работал практически на всех крупных стройплощадках республики. каждый 30 сантиметров дописал тюхша, йод каток шхох, что лишь бог бабишбек. На этом участке дороги Грозный, Шатой и Тумкали работает 150 человек. Задействовано более 30 единиц тяжелой техники. По необходимости устанавливаются трубы, чтобы осадки не повредили полосу отвода. Ширина дорожного полотна на самой узкой части будет достигать минимум 12 метров. Асфальтное покрытие 7,5. Буа 50 метров шириной, высота 16 метров, длина, подход к мосту и заполнять еще остаете еще 100 метров, с данным 100 метров протяженности, а yok объем его, дука гравий, грунт, дука поднятие бомба бишь бочо. Укатка чего лез сложный участок, и в любое время на слабых, то просесть да из-за дикардации. Отдельное внимание заслуживает мост. Именно в этом месте соединяются Шарой-Аргун и Чанти-Аргун. Дорожники провели специальную полосу дамбы, пытаясь при этом не менять русло реки. Это будет отражаться на безопасности при сильных осадках, если уровень воды поднимется до критической отметки. Сейчас идет завершающая стадия. Рабочие заливают последний пролет, красят и устанавливают фонарные столбы. Протяженность этого моста 270 метров, ширина 12. Он будет соединять трассу Грозный-Шатой на 34-м километре. Это один из самых крупных мостов, который приходилось строить чеченскому Минавтодору. Дорожники на объекте трудятся в 2 смены. Его планируют ввести в эксплуатацию в конце текущего месяца. А это уже дорога, которая будет соединять Грозный с Серноводском. Ее протяженность 8 километров. В эксплуатацию должны ввести в конце этого года. Она пролегает параллельно трассе М-29 «Кавказ», что значительно скажется на загруженности федеральной дороги. Сейчас идет поднятие дорожного полотна и укладка асфальта. Как мы знаем, данный участок федеральной трассы очень загруженный.
Сунжинский район практически не будет необходимости после окончания данного участка. Как я ранее сказал, в этом году получается первый комплекс 8 километров. И с помощью Аллаха, да, будет введен и второй. И после этого у Сунжинского района жителей не будет необходимости выезжать на федеральную трассу, чтобы попасть в Грозное. Увеличение интенсивности движения и загруженность дорожной отрасли в регионе поставили перед Министерством автомобильных дорог задачу коренным образом изменить ситуацию в дорожном хозяйстве. Необходимо использовать все имеющиеся технологии, чтобы контроль качества не давал сбоев и содержание обеспечивалось на самом высоком уровне. За 2012-2015 годы было введено в эксплуатацию 20 мостов и более 167 километров дорог. В 2016 году работы продолжаются с той же активностью. Дорожными работами охвачено 59 объектов. Проведена реконструкция дорог по 6 направлениям, общей протяженностью более 17,5 километров. Капитальный ремонт охватил 87 километров. На балансе министерства находится 3052 километра дорог общего пользования. С 2012 по 2022 год запланировать объект около 310 километров дорог, строительства, реконструкции и около 10 мостов. Четко выстроенные отношения главы республики с федеральным центром, поддержка федеральной агентства, Минтрансира, субсидия статьел объект, что он кадул. И на перспективу объект белгаляха. В основном с опережением у нас производилась разработка проектно-сметной документации. Из-за документов мелладиона и таванёлж нагрузки, что он соответствующий, они ждингельчи и Сегодня работники дорожного хозяйства отмечают свой профессиональный праздник. Он выпадает на 3 воскресенье октября. По такому случаю в Министерстве автомобильных дорог организовали мероприятие. Почетными грамотами главы Чечни были награждены 8 отличившихся дорожников. Еще 11 получили грамоты от правительства. Также отметили и заслуги ветеранов дорожной службы. В первую очередь почетный дорожник России и почетный дорожник номер 1 Чеченской республики Рамзан Ахмадовичу. День дорожника Рамзан Ахмадович. Также дорожное хозяйство Шабек Гебеллой, Министерство автомобильных дорог Хилцаш, мэрия города Болбеллой, федеральный Нерштаб Болбеллой, Нерштаб Мел Болбеллой, дал из этого Багарлой. Такие моменты у работников дорожного хозяйства выпадают редко. За праздничным столом они рассказывают истории из жизни. А их немало, ведь работа дорожников не зависит от погоды, времени суток и условий. Ислам Магомадов, Магомед Сулейманов, Магомед Шатаев. Новости 7. И смотрите далее в нашей программе. Работа России. Трудоустроиться с помощью нового портала могут и жители Чечни. Это государственный портал Федеральной службы по труду и занятости. Как работает система, какие вакансии предлагают работодатели и как вообще обстоят дела с безработицей в регионе. Умный город. В Грозном началось внедрение новейших технологий. Концепция предусматривает собой комплексное развитие города Грозного с учетом современных реалий. Энергосберегающие ресурсы и максимально удобные условия для горожан. Что еще включает в себя концепция, призванная повысить качество жизни? Есть математические способности, пора их развивать. Минобразование предлагает усилить изучение математики в школах. Идет речь о создании в каждом районе хотя бы по одному физико-математическому классу. С чего начнется реализация проекта и как скоро царица всех наук займет особое положение в учебных заведениях? На неделе глава Чечни встретился в Цинтарое с юношами из-за рода Кадыровых. Ребята уже не первый месяц проходят курс молодого бойца и готовятся стать защитниками Родины. Даниил Мартынов отчитался о текущем этапе подготовки и рассказал о предстоящих сборах, в ходе которых бойцы будут улучшать свою физическую подготовку и навыки. Кадыров, в свою очередь, отметил, что на юношах лежит большая ответственность, каждый должен приложить максимум усилий для достижения поставленных целей, подчеркнул глава региона. Когда у нас сборы начнутся?
14 ноября. 14 ноября, да? Да, так точно, шеф. С 14 ноября на 2 недели. Там план разработан таким образом. В 6 утра подъем, первая тренировка, физическая подготовка. Кросс, подтягивание, отжимания и полностью нагрузка. После этого завтрак, сразу первая тренировка по горным лыжам. После этого обед, 30 минут отдых, вторая тренировка. После этого они приходят, быстро переодеваются. Третья тренировка – это заминка, опять бег, пресс и подтягивание. Это все физические упражнения. После этого они приходят, переодеваются и в классную теоретическую подготовку по личной охране и правовой подготовке. 2 тренировки дневные, до обеда, после обеда. Они на лыжах катаются, тренируются, а вечером у них правовая подготовка, теория. Последний сбор, да, мы? Да. Кто покажет себя? Мы планировали крайний сбор им проводить, то есть там проводим экзамены, то есть по горнолыжной подготовке и по физической подготовке. А сюда приезжаем, и у них почти весь декабрь, 20 дней, у них прям одни экзамены будут по разным темам. Ну, кто сдает экзамен, тот все, направление дает, и все, тот не сдал экзамен, здесь остается дальше. Так что давайте, трудитесь снова. В Гудермесе состоялся большой праздник для любителей конного спорта. На центральном ипподроме города прошли скачки, посвященные прошедшим в республике праздникам. На событии в качестве почетного гостя присутствовал и глава Чечни Рамзан Кадыров. Первый забег приурочили к рождению сына главы региона. На дистанции 2400 метров выиграла лошадь Сикоуд под жокеем Хамзатом Улубаевым. Второй заезд посвятили победителям международного турнира Гран-при Ахмат-2016. Победу здесь одержал скакун Сирт. В следующем забеге, посвященному городу Грозному, первой пришла лошадь по кличке Курчалой. В 4-м заезде в честь Всероссийского дня учителя выиграла Фэнси Малибо. Последний забег элитных лошадей чистокровной верховой породы посвятили дню рождения президента России Владимира Путина. На дистанции 1200 метров первой пришла Star Energy. Общий призовой фонд скачек составил более 6 миллионов рублей. Между забегами публику своими композициями радовали звезды чеченской эстрады. Найти работу теперь можно, не выходя из дома. Так говорят в Министерстве труда. Вакантные места размещены на портале Федеральной службы по труду и занятости «Работа России». Нужно зайти на сайт, отыскать свой регион, посмотреть, что предлагают и работодатели, и оставить заявку. Ответ обязательно будет, уверяют чиновники. Так, в какой сфере Чечни не хватает кадров, как работает эта система в нашем регионе и вообще как обстоят дела с безработицей, смотрела Хадижа Гугуева. Сахарному заводу Чеченской Республики Хава Асуева посвятила более 30 лет. В этом году трудовая деятельность женщины претерпела некоторые изменения. Если раньше ее работа начиналась со сборки сахарной свеклы и заканчивалась реализацией последнего мешка готового продукта, оплачиваясь только в этот период, то сейчас заработную плату Хава получает круглый год. Такие положительные коррективы в норму оплаты труда внесены в связи с постановлением правительства республики о трудоустройстве безработных и повышении конкурентоспособности производимой в регионе продукции. Аркел программ югяки чундел рейс халила программа она тон белгмет шел сосан кеча на белгмет шел дала шедё дойва пачана дел рейс халила программ югяка. В рамках новой программы принимаются меры по содействию безработным гражданам в поисках подходящей работы. Одной из таковых является обучение специалистов чеченавто в городе Тольятти. В данный период курс повышения квалификации на родине АвтоВАЗа проходит 108 человек. 60 из них – действующие работники завода. Остальные же – привлеченные руководством предприятия безработные, которые после освоения техники сбора автомобилей будут здесь трудоустроены. Процесс обучения он бывает краткосрочным и долгосрочным. По данной программе организован долгосрочный курс обучения, и срок обучения составляет 4 месяца. Они по действующему договору должны с 1 сентября до конца декабря обучаться в Тольятти непосредственно. И те профессии, те специальности, которые они должны освоить, они с самого начала обозначено, и все 108 человек с каждым в своем направлении занимаются обучением.
Активное участие в трудоустройстве граждан принимает и Министерство труда Чеченской Республики. Например, Аргунский центр занятости населения оказывает содействие гражданам в поиске работы путем регулярного уведомления о свободных вакансиях на рынке труда. Кроме этого, ведомство оказывает психологическую поддержку лицам, которые на протяжении длительного периода времени не могут найти работу. Для этих людей также проводятся своего рода мастер-классы, где безработных учат правильно составлять резюме, производить хорошее впечатление на работодателя посредством правильной подачи своей личности. Сегодня в Центре занятости города Аргун на 1 октября 2016 года у нас зарегистрировано безработных 1382 человека. Центром занятости города Аргун за текущий год, 2016 год, трудоустроено 109 безработных граждан в разные учреждения и организации нашей республики. Это ОАО «Чеченгаз», это Аргунский комбинат хлебопродуктов, это Аргунский сахарный завод, это ОАО «Чечен-Авто» Аргунский. На сегодняшний день у нас в Центре занятости города Аргун предоставляет отчеты и предоставляет информацию о наличии или об отсутствии свободных рабочих мест вакансий 67 организаций. Вопрос высокого уровня безработицы в регионе является одним из самых болезненных. Большим шагом в его решении было представление Чечни на портале соискателей работы России. Здесь размещены все свободные рабочие места в республике. Желающий найти работу может зайти на сайт и, отыскав свой регион, просмотреть список вакансий, после чего можно оставить заявку для того, чтобы работодатель в последующем смог с вами связаться. Информационный портал «Работа России» это создан, это государственный портал Федеральной службы по труду и занятости. По нашим данным, на сайте, на портале «Работа России» 2569 рабочих мест, это на 726 вакансий. Из них, правда, значительная доля это вакансии военнослужащих частей, которые дислоцированы на территории Чеченской Республики. Это 131 вакансий, из них на 1566 рабочих мест. Список вакансий на портале обновляется каждый день. Большую часть перечня составляют рабочие места в сфере здравоохранения и образования. Размещение Чеченской Республики на данном сайте проведено в рамках государственной программы, в ходе реализации которой за 2016 год будет трудоустроено 1200 человек. В их числе находятся и 13 людей с ограниченными физическими возможностями. Кадижат Гугуева, Руслан Яхяев. Новости 7. В интернете сегодня появилось очередное сообщение с просьбой о помощи. На страницах приложения Instagram некая Берлан Дакаева обращается к главе Чечни с просьбой помочь ее 18-летнему сыну жильем. На фотографии, которая была размещена в социальной сети, можно разглядеть щитовой домик, который и жильем назвать трудно. Реакция последовала незамедлительно. По поручению Рамзана Кадырова на место выехал мэр Грозного Муслим Кучиев. Однако в обращении Берланд скрыла, что данный домик разбит всего несколько недель назад. Она проживает в поселке Алды и прописана в Алханюрте со своими родственниками. А ее сын проживал в Грозном со своим братом. Отец семейства умер несколько лет назад. Данное обращение Берланд сделала по совету знакомой. По ее словам, чувство легкой наживы на тот момент ей показалось реальным, а такого тщательного расследования она не ожидала. Более того, участок, на котором был собран щитовой домик, подарен ее сыну Руслану Хайдарову родным братом. Сценарий инак ирдош, даяк алла ицлулара иштнига тент натинутин. Тент даже тишдал дизи, тишдалла да сина тент натинутин начукуясен. Иш дабон. Шу следом шуду. Са очередь хватин. Харил худуан элчи. Дицам ахайн убьются дузу. Дицам ахайн. Ажон айдал барма Хинстан допустим по закону дича бюджета хуна якечуна частный до домашний ахш дочь. Все. И вот я что, вот почав, я что, делга, саган я что. А что я что худу, делга. Фирмадат, واقعا شيء يمتيجو. هركنت أرواقع يغير شيء وش سين عشرة. هلو تعالى يدو هركنت أرواق حية. هو هاي ديت أيهن إن ده ويلش ده عشرة. تيجر حية قزاي نلونم. الأرواية سبدية. عدول دلشنا. أذا بأسين زين بريود يولش حية واقع إنه. أنا لغلي هم بقولش كله أطول هم تقول أيلو ريوش ما ياتهم بريزوم زلا أيلو ريوشات. أيلو ريوشات. شو كويس شكولة عن نيات تشوف تكساس تاعك صورة تاعك إيراسبرسنت دودر ويتشر هودو ويتشر شو بقى أتصحت راسبرسنت أونيك أرابولي دو أتصحت راسبرسنت وي ديك نكتب أخ راسبرسنت لا سوش إيش تو دات عوسش ختامه هرناخم هرت شو أي متجول شو
حالا شيء وش عشمت هو способ определенный способ шантажа вымогательства моего тогда шмалив да ночь надо да ночь адрес надо да эш мода чем больше мода чтобы all die гадали его да вы израиль распространять деш بقول شاش распространять дешера إيش دوك ذات حاوس عارشو ديكني يدكرو شنو قاوني يدكرو نو هتي وديوش خلش ديلوش خلش хотя проверки إيش دات وحاوس عاوس أخونا ديشتي دخون هو بالخير بخون مدر ديشة ويدوسك بس إسرائيل شاش مليون في الدنيا مدو أختار هو الخالوري ويولات شو ده دوك دي قدر هو هم سيح دوك وسيح حاوس دوي تان از بار خدمت еще раз приведу пример буквально شخودعو إت كوارتيرة لا يوم تدرج دوي بتشاس إت كوارتيرة لا حاجة ما خزو وقتين ده ساعة دوي صدق ديكنس بيقام بول على هر سنة دار هر عمل قانش ما ياروش سانس تقوات يعد كعبوت بنشوني با دقوق ما دويس فونت رقق البال بين أسبان بوا بيش تو شو كا إت استجن دلت يوي درجوش تاتس بريندر هر سنة لهم الشيخ دار دوي أخذناش تو إنيت مثل سنت عنده القلق لبولسوس ديل دا دويتا القلق شو دير دكتي خدر يوم هروم شو تشي تخيس يوقعونش خيس ولا ما أشاستي وان وقعونش شايش واتش بلات وتشون شيء صباحا في البوش إذا قالوا ولا شنو هو كذا إذا بيتر باش ساينس نقيوش بسوتش كله إذا بتشا وقعونش أفضل إذا تيتنا أتس إذا تزود شو شلوه هون شو قال حيرد حيخل دي شو أهودي السنة وقعونش دعوة تيلا صورت تقتيلا التكس يازو شو يازا ده تشقوس يدارج دون دار من دارج بتشا دا قوج بتشا دا ما قاعد شولاي بتسينو فيلا أفرست شاي إيش تحقق الدول شو تأخر ده ديزوي إنيس دات ساق ديردو ساعة أسنواني وساق ديردو إتا نو إسبوس بوما قاتس وش أنتجا إز نقش دوغش دات يبوسا ديز دوغش دات يشو ساعة بقويات إن ديردو شو دير هاي ديخ وشكا إيس هاي تأخن تتساها إيس نجا حسنا شاغل قان بالها ونكون مثل تسينو تشيترو تسينو تأخ ديك أنت كده حقي عليه شي نانسي أداء وساق ديوش شيلوش هات بقون تشكوش درجة دي شرمش دوي شرمش يونا ميجي باس الموجة تردات هينس بالات شوي والدا هوي تردات بقونش قال تيك تردات تسخو شنا داخل تبوك هذا ديرو دات خذا ايدل بلاك ايدلو يازن زكون شكا شو حور ما حاجه يمشي شليبشا حلا ترنيلا تطلعت شي في شو شي بقونش كلوش درجة شي اللي شو без ожидания еще. А я пропискал, что я агент пока пропискал, что. На данном участке ни один из указанных в обращении людей не прописан. Установка щитового домика, да и других построек считается незаконной, так как соответствующих документов или разрешения на ИЖС у Берланд и ее сына нет. Мэр Грозного дал поручение немедленно разобрать постройку. Городские власти приступили к реализации программы, призванной улучшить качество жизни населения. То есть в столице появятся более комфортные условия. Одной из них – новейшие автобусные остановки, где можно и телефон зарядить, и в интернет зайти. Какие еще удобства появятся для горожан, знает Магомед Салтымурадов. О необходимости разработки концепции умного города в мэрии Грозного задумались пару лет назад, когда поняли, что для создания комфортных условий для жизни горожан в век бурного развития технологий нужно идти в ногу со временем. Изобретать велосипед заново, естественно, не стали, да это и не нужно было. Решили перенять богатый опыт мегаполисов, в которых инновационные идеи в области градостроительства уже опробованы и успешно внедрены. Планы, конечно, амбициозные, но, как уверяет мэр Грозного, весьма реализуемые. Концепция предусматривает собой комплексное развитие города Грозного с учетом современных реалий. Для города Грозного сегодняшний день актуальными являются вопросы, скажем так, энергоэффективности, потому что они за собой тянут целый шлейф вопросов, в том числе по конечному итогу это комфорт, удобство проживания горожан. Наша цель – это создание современной инфраструктуры с тем, чтобы и качество предоставляемых услуг было на уровне, с тем, чтобы и доступность в плане стоимости этих услуг. Ряд шагов в рамках реализации концепции умного города в Грозном уже предпринят. К примеру, налаживание производства и сборка энергоэффективных светодиодных прожекторов, которые освещают улицы Грозного. Они экономичнее в несколько раз тех же натриевых ламп и просты в обслуживании. При большей светоотдаче, при более комфортном для глаз белодневном свете мощность наших прожекторов 120 Вт.
То есть более чем в 2 раза. У нас идет экономия. Это городу позволяет экономить, естественно, значительные средства, которые направляются именно на дальнейшую модернизацию сетей. В поиске решения проблемы экономии средств на вывозе бытовых отходов столичные власти недавно установили вот такие мусорные баки на проспекте Путина. Места во дворе они занимают значительно мало, ввиду того, что основная часть контейнера находится под землей, а мусора вмещают в 5 раз больше обычных урн. Мы закупили 64 мусорных контейнера на сегодняшний день. Места, где они будут установлены по проспекту Кадырова и по проспекту Путина, нами места уже определены. И до конца года будем продолжать их устанавливать на этом участке. Основа дорожной карты развития города – это экономическая платформа, которую столичные власти хотят создать привлечение внебюджетных средств. За счет этого только за этот год создано больше 1500 рабочих мест. Инвестиционный портфель Грозного довольно большой. Это 227 проектов на общую сумму почти 267 миллиардов рублей. И желание есть у инвестора, потому что здесь стабильно, безопасно и есть гарантия со стороны главы Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. План у нас масштабный, не только, скажем так, на уровень региона, а действительно мы хотим подтянуться к мировым показателям. В этом году в Грозном введены в эксплуатацию почти 11 500 квадратных метров жилья. На стадии строительства еще 18 многоквартирных жилых домов и 2 комплекса. Задача не только построить площади строительные, жилые площади, но и создать вокруг каждого комплекса микрорайона соответствующую социальную инфраструктуру в виде школы, детского сада, с тем, чтобы люди реально могли комфортно жить. Значительные силы брошены и на модернизацию коммунальных сетей Грозного. Это одна из самых важных страниц концепции умного города. В числе первых это на себе ощутили жители городка Маяковского в Старопромысловском районе. Дренажная система, строительство которой почти закончилось, решит проблему затопления подвалов грунтовыми водами. За счет того, что выполнена дренажная система, полностью вода не сошла с подвалов, конечно, потому что маленький срок. Но на протяжении 2-3 месяцев вода планомерно уходит из подвала. То есть уже видно визуально, как уровень воды в подвалах падает. Этим летом на проспекте Кадырова появились оригинальные остановочные павильоны, которые оборудованы по последнему слову техники. Установлена видеокамера для наблюдения, цифровой рекламный LCD-монитор, предусмотрена даже система кондиционирования в жаркое время года и система отопления зимой. Мерзнуть или мучиться в зное, дожидаясь маршрутки, горожанам больше не придется. Достоинства и сюрпризы новых остановочных павильонов на этом не закончились. Пока ждете транспорт, можно подзарядить телефон, который имеет привычку разъезжаться самое неподходящее время. Да еще и подключиться к бесплатной сети Wi-Fi с радиусом действия до 10 метров. Очень удобная функция, которую по достоинству оценит молодежь. Более комфортно на улицах Грозного после строительства велодорожек стали чувствовать себя и велосипедисты, которые вплоть до этого момента на свой страх и риск ездили по автомобильным дорогам. Концепция умного города охватывает все аспекты жизнедеятельности горожан и направлена прежде всего на создание максимально комфортных условий для жителей и гостей Грозного. Много лет назад, когда глобус строился, где въезд с Аркалы, с Аргуна, когда мы построили этот глобус, я позвонил Рамзану Ахматовичу, спросил, какую надпись можно написать. И Рамзан Ахматович сразу сказал: Грозный – центр мира. Вот наш девиз, наша цель именно сделать Грозным центром мира во всех отношениях. Я думаю, с помощью Всевышнего Аллаха мы добьемся этих целей, тем более, что нацеленность, упорство, воля, поддержка со стороны Рамзана Ахматовича и федерального центра, оно как бы стимулирует и помогает. Не так давно Грозный существовал лишь в памяти людей. После прошедших войн город практически полностью был разрушен. Недаром же хотели перенести столицу в Гудурмес. Однако меньше чем за 2 десятилетия усилиями властей ему вернули звание одного из самых красивых городов в Северо-Кавказском федеральном округе. Теперь столица Чечни готова покорить и более высокие вершины. Магомед Салтмурадов, Магомед Сулейманов, Магомед Мударов и Магомед Шатаев. Новости 7. Грозный с каждым днем становится лучше и привлекает все большее количество туристов. Гости приезжают сюда со всех уголков страны и зарубежья. Накануне им посчастливилось встретиться с главой региона. Рамзан Кадыров прогуливался по улицам города без охраны. В мгновение ока туристы окружили главу и засыпали вопросами, а также поделились своими впечатлениями от пребывания в Чечне. Рамзан Кадыров, в свою очередь, поприветствовал гостей и пообщался с ними. Я за вас с днем рождения!
Рамзана. Да, пожалуйста. Он специально, у него сегодня день рождения, он специально приехал отпраздновать день рождения из уважения к вам. Да, дайте шутку. Ему 15 лет сегодня. Да, у него день рождения у тебя, Игорь. Ой, Игорюша, тебе приходит день рождения. Спасибо, Рамзан, я вам не завидую. Сегодня я звезда. Ир, ты сфотографировала? Ира, сфотографируй на мой планшет. Я сейчас же перешлю вроде. Чисто, красиво. У нас тоже чисто. Обязательно приедем. Мы также планируем посетить мечеть, которая в городе. Да. Жить мирно, дружно. А вы вот так без охраны ездите? Спокойно. И с охраной езжу, и без охраны езжу. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное за все. За мир. Да. Удачи вам. Город красивый. Чистый город, красивый. По словам приезжих из Краснодарского края, в Грозном они впервые, эмоции на пределе. Столица Чечни оправдала все ожидания, а встреча с Рамзаном Кадыровым запомнится на всю жизнь. Радостно делятся туристы. А вы впервые в Грозном? Впервые. Да, и какие впечатления? Хорошие. Город очень чисто, красиво, уютно. Чувствуется Здороваются даже. Да. А что вам больше всего понравилось пока? Вот центр. Встреча. Рамзан Кадыров ваш. Рамзан Кадыров, проспект Путина. Очень даже. А вообще от встречи какие впечатления сейчас? Положительные. Самые хорошие. Что вас больше всего удивило? Самые теплые. Ваша душевность, ваша гостеприимность. Гостеприимность, молодцы. Хорошо, очень хорошо встречаете людей. Красивые люди. Гостеприимные люди. Приятно, да. Одеты красиво, весело. Ну, Кадыров, конечно, поразил больше всех. Да. Выйти спокойно, развернуться, увидеть людей, выйти, здороваться и сфотографироваться. Ну, просто молодец. И самое главное, мы ехали всю ночь, не спали. А у меня мечта пошли гулять сейчас по городу. И вы знаете, о встрече с вашим президентом, по-моему, вся группа проснулась и очень много положительных. А я, например, еще и говорила, вот если увижу Кадырова, передам привет. Девушка хотела бежать за машиной прямо. Они поначалу не могли поверить. Хотя и на экране он такой же человечный. Красивый, мужественный, шикарный лидер. Вам повезло, гордитесь. Опора и защита чувствуется. Мы дружим народами. После неожиданной встречи с главой республики гости отправились дальше осматривать достопримечательности Грозного. По их словам, этот визит в Чечне первый, но не последний. Совсем скоро в школах дети, у которых есть тяга к точным наукам, начнут усиленное изучение математики. Разработана специальная программа, которая призвана повысить математическое образование и профессиональную ориентацию учащихся. Ученые считают, что математика лежит в основе всех наук, даже гуманитарных. И что без нее никуда. Без математической подготовки невозможно стать высококвалифицированным специалистом во многих сферах, заявляют разработчики программы. Но главная их цель – повысить престиж инженерных профессий, потому что в основном дети выбирают гуманитарные науки. Слово Марьям Керимовой. Повышение качества математического образования в Чеченской Республике стало одной из главных задач на всех уровнях. Учитывая, что кузницей на начальном этапе является школа, а ключевой фигурой в системе образования учитель, основная работа будет вестись именно здесь. Это и ликвидация кадрового дефицита, и усиленная работа с одаренными детьми. Основным инструментом в реализации концепции станет Грозненская математическая школа. По словам учителя Али Абдул-Халимова, первостепенным для педагогов здесь является укрепление математической базы учащихся и индивидуальная работа с детьми, проявляющими особую заинтересованность в изучении данного предмета. Есть дети, которые требуют дополнительных занятий немножко. Есть дети, которым нужен индивидуальный подход, и занятия тоже должны быть индивидуальны. Они настолько разные, порой общие методы не действуют. И поэтому нужно уже смотреть как бы глобально и более уже тонко смотреть уже во время проведения самих занятий. Пока школа функционирует как общеобразовательное учреждение, но при этом, как рассказывает директор Луиза Такашева, на первом месте стоят профильные предметы – математика, информатика и иностранный язык. Вместе с тем реализуется внеурочная деятельность.
Мы им предоставили очень широкий спектр дополнительных занятий. Это кружки, которые непосредственно связаны с математикой и работают на формирование тех умений и навыков, которые им нужны для изучения этого предмета. Это шахматный кружок, это кружки по робототехнике. Они имеют к математике прикладное значение, но вызывают большой интерес учащихся. В ближайшем будущем планируется достроить интернатный корпус. Это позволит привлечь одаренных детей из отдаленных районов, проявляющих способности к изучению точных наук. Начиная с 5 класса будет усилен отбор детей, желающих обучаться в математической школе. В рамках реализации программы планируется создание в общеобразовательных учреждениях Чеченской Республики специализированных математических классов, а в высших учебных заведениях физико-математические кружки, что позволит вести мониторинг знаний абитуриентов вузами и Центром оценки качества знаний. Адам Юнусов 5 лет проучился в ведущем вузе Британии. Теперь рассказывает, что в Европе немного по-иному подходит к изучению точных наук. Математика у нас является обязательной дисциплиной, в принципе, для всех вузовских специальностей. В Британии в основном для нематематических специальностей математика – это дисциплина по выбору. Студенты изучают математику, если она им нужна и если она им интересна, и только вот в тех пределах, которые им нужны для освоения вот основной своей специальности. Организатором проведения мероприятия по внедрению новой программы в школах выступает Министерство образования и Нефтяной университет. Вопрос обрел важность в свете нехватки в республике квалифицированных инженерных, медицинских и, естественно, научных кадров. Вузы Чеченской Республики будут активно внедряться в школы и помогать общеобразовательным учреждениям поднимать уровень математической подготовки. Другого выхода я не вижу из этой ситуации. Во многих вузах работают и воскресные математические классы, как и в нашем вузе, на бесплатной основе, чистые консультации по подготовке к ЕГЭ, по сложным задачам, по разным темам, которые очень нужны в вузах. Одной из проблем развития математического образования является кадровый дефицит квалифицированных учителей математики и физики, говорят в Министерстве образования. Большая часть педагогов не соответствует требуемому уровню знаний. Набор на факультеты естественно-научных специальностей проводится по остаточному принципу. Наиболее подготовленные абитуриенты выбирают не педагогические и не инженерные специальности. На педагогическое образование, на направление подготовки математики должны поступать лучшие выпускники школы республики. Тогда что мы получим? Скажем, если в следующем году поступит, условно, там человек 100-200 выпускников школ республики лучших, через 4 года они пойдут в школы республики, и если мы сумеем воспитать в течение, допустим, несколько лет 100 хороших учителей математики и направить их в 100 школ, всего где-то 400 школ в республике, и это уже мы в определенной степени решаем вот эту проблему. На прошедшем в Министерстве образования совещании приняли окончательную версию программы. Далее ее направят на утверждение в правительство. В течение 7 лет мы сможем поднять математическое образование на должный уровень. Сдвинуть его, не просто сдвинуть его с места, а превзойти, скажем, среднестатистический по России. Программы углубленного изучения математики, они будут специально собраны в специальную копилку и будут доступны на электронных ресурсах для всех учителей математики, для всех организаций. Эффективность реализации программы будет определяться улучшением результатов сдачи ЕГЭ и на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по математике. Марьям Керимова, Руслан Яхяев, Магомед Шатаев. Новости 7. Таковым увидели прошедшую неделю корреспонденты редакции «Новости 7». С вами был Саид Ахмадов. До свидания.